Дорогие коллеги, очевидно, что я не паблик-спикер и не всегда стремлюсь говорить свои мысли на публику. Скорее наоборот. Если есть выбор, то я лучше промолчу и, так сказать, тихо постою в сторонке. Как вы знаете, в управлении нашего кластера за последний год произошли большие перемены. И с высоких трибун, от первых руководителей, я стал слышать такие призывы, как «давайте развивать speak-up culture», «открыто делитесь собственным мнением». Когда я впервые услышал данный призыв, у меня возникло внутреннее сопротивление. В какой-то момент я даже подумал, что, наверное, со мной что-то не так, либо с компанией что-то не то. Тогда я задумался, почему я не всегда стремлюсь говорить свои мысли на публику. По этим холмам скачет мальчишка. Свежий встречный ветерок в лицо, резвый конь несет его по бескрайним просторам, переполняя чувствами радости, свободы и беззаботного детства. Я до сих пор помню эти ощущения. Мое детство прошло в ауле, рядом с бабушкой и дедушкой. С детства нас воспитывали духи уважения к старшим. К примеру, когда за дастарханом идет разговор, то наша задача была тихо сидеть и внимательно слушать. И не перебивать старших. Когда подают основное блюдо, то первым накладывает старший за столом. Если задуматься, то за всем этим стоит многовековая и глубокая философия. Таким было мое детство. Если вы хотите, чтобы ваше мнение что-то значило в первую очередь для вас самих, и чтобы к вашему мнению прислушивались ваши коллеги, то нам с вами необходимо научиться в первую очередь формулировать свою мысль правильно и, конечно же, набраться смелости высказать его, даже если оно будет отличаться от мнений коллег. И я призываю, возьмите микрофон и выскажите свое мнение. И тогда наверняка, как в песне, и тогда наверняка это станет поворотным событием в вашей жизни и в вашей карьере. И тогда наверняка... Залым Даулетбака!